законодательстве нормы, которые защищают там животных, допустим, да, вообще экологическое законодательство. Вот, применим ли здесь принцип справедливости как-то? Или он только для межчеловеческих? Ну, это, конечно, да, интересный вопрос. Видите, когда я говорю о равной заботе и уважении, вопрос по отношению к кем? Сейчас принято, что вот по отношению к людям, да? То есть как-то другие субъекты пока не рассматриваются. То есть раньше там рабов исключали, да, женщин, сейчас вроде как уже каждый человек имеет ценность. Что там в будущем будет, я не знаю. Но что касается экологического законодательства и проблем прав животных, я думаю, что на данном этапе эти вопросы тоже входят в теорию справедливости, но в рамках все-таки, в основном, мне кажется, межпоколенческой справедливости. То есть, когда мы говорим об окружающей среде, мы говорим о том, какой мир мы оставим для будущих поколений. А если в данное конкретное время совместно проживают несколько поколений, там молодые, старые, то вопросы решаются в основном, ну, в русле примерно с тех же позиций, как и договорное право. То есть это все люди, которые живут вместе, они договариваются, и их интересы должны быть в равной степени учтены. Если же мы говорим о тех поколениях, которые будут в будущем, которые с нами сейчас не сосуществуют, там уже другие принципы идут, и вот как раз экологическая повестка больше касается вот этих моментов. Я думаю, что там вопросы могут быть решены с точки зрения традиционных юридических конструкций, в частности, конструкция деликатной ответственности, то есть причинения вреда. Когда мы причиняем вред окружающей среде, мы, по сути, причиняем вред будущим поколениям, которые будут жить. И в этом смысле мы должны предоставить какое-то возмещение. Чем дальше поколение в будущее уходит, тем сложнее нам предвидеть последствия. Поэтому, ну вот, то, что называется принципом дисконтирования будущего, я думаю, в каком-то смысле может быть справедливо, не во всех. Потому что мы при всей должной осмотрительности и осторожности мы просто не знаем, что будет через 1000 лет на Земле. Да? Мы не должны заглядывать так далеко, но в меру разумности и какого-то, как сказать, мы должны пытаться это предвидеть. Но я думаю, что здесь применима вот позиция Роллза, который расценивал в исходном положении людей как не склонных к риску. И вот то же самое мы не должны слишком рисковать. Все, что угодно может быть через 1000 лет, но мы должны исходить из того, что рисков должно быть меньше. Вот в этом контексте, я думаю, экологические проблемы могут быть рассмотрены. А прав животных, жестокого обращения с животных, ну, это просто может быть в области этики тоже рассмотрено. То есть человек, который обращается с животным как-то жестоко, то, возможно, он такую же логику поведения может и применить по отношению к людям. И в этом смысле это будет достойное осуждение, но, как правило, правовые вопросы уже этого не касаются. Это сложно очень регулировать на уровне законов, это только вот в такой повседневной этике рассматривается. Вот так. Алексей Михайлович, вопрос был, да? Нет, я очень внимательно слушал. Спасибо большое, поаплодируем докладчику. Михаил Александрович, ты будешь выступать или нет? Да, я думаю, может нам отдохнуть перед этим? Нет, через... Полчаса, 25 минут осталось. Да, давайте, Михаил Александрович, поступим так. Вы буквально тезисно, а мы вопросами. А потом 5 минут оставим там Алексею Владимировичу. Без завершающего слова. Ну да, я начинал, ты будешь заканчивать. Я честно не переживал. Да, мы все закончим. Объединяемся. Объединяемся. Бегло. Да, я тогда представлю все равно, поскольку у нас докладчик вышел. Так, Михаил Александрович Рябов, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Удмуртского государственного университета. Тема доклада «Рациональное основание доверия граждан к политической власти». Ну, да. Скорее речь пойдет о проблематизации понятия доверия в применении к такой практической области, как использование в социологических вопросах. И что обычно там спрашивают? Доверяете ли вы президенту Российской Федерации, например, Владимиру Владимировичу? Доверяем или не доверяем? Но мы можем задуматься, а что именно мы спрашиваем, когда спрашиваем о доверии? Очевидно, мы в данном случае предполагаем некое представление, да, или ощущение у человека, да, некое психологическое состояние, которое он может испытывать по отношению к кому-то. Вот, например, представитель политической власти. Вот. Что этот феномен заключается? Да? То есть, в принципе, доверие в целом мы рассматриваем как некое ожидание позитивного или, по крайней мере, нейтрального поведения по отношению к человеку, доверяющему. Вот. Соответственно, как складывается доверие и что оно может собой представлять сущностно.
Да? Попробуем чуть-чуть в этом разобраться, подойти немножко к этой проблеме. Значит, во-первых, можно обратиться к мнению Льва Гудкова, который говорит о том, что доверие, с одной стороны, может рассматриваться как психологическое явление, как целостное явление, как феномен иррациональный по своей сути. Вот. Но он же предлагает рассмотрение доверия как некой структуры, которая представляет собой соединение разных смысловых оснований, определяющихся разными нормами ожиданий и характер исполнения действий. То есть несколько усложнить, что у человека есть некие рациональные, может быть, ожидания, поведения, которые, в принципе, тоже можно было бы выявить. Это раз. Дальше можем говорить о некоторых различных вариантах доверия, которые мы теоретически выделяем. В частности, если обратиться к идее Петра Штонке, то он различает, например, личное и институциональное доверие, наряду с разными прочими. Соответственно, опять же, можно предположить, что спрашивая о доверии, мы можем получать ответ, касающийся личного доверия, например, в фигуре Владимира Владимировича лично, и институциональное доверие, как доверие как представителю власти, как президенту, скажем. Понятно, что, опять же, это может сливаться, да, вот у нас юбилей заведующего кафедры Натальи Сергеевны, как раз. И я вот думаю, мы Наталью Сергеевну любим как Наталью Сергеевну или как завкафедры? В большей степени, когда мы дарим букет. Да. Ну так вот, соответственно, доверие к президенту может интерпретироваться как личностное, как институциональное. Например, да, и при этом, если мы рассматриваем институциональное доверие, здесь тоже можно выделять такие аспекты, как наличие символического характера позиции президента и наличие функциональной стороны. Да, то есть, в принципе, можем выделить в отношении к политическим институтам президента, правительства, парламента символический аспект, как символ некий, да, символ веры, может быть, во что-то светлое будущее, и функциональный, как того, что делается для блага и так далее. Соответственно, это можно проследить на, опять же, разнице в результатах опросов, да, то есть уровень доверия, так скажем, лично Владимира Владимировича, он заметно выше, чем некому абстрактно взятому правительству или Думе, хотя, опять же, можем предполагать, что за фигурой президента скрывается много символического, за фигурой парламента, может быть, и нет. Да. Кроме того, наряду с понятием доверия мы можем использовать другие понятия, которые, естественно, могут отражать некоторые феномены. Надо разобраться, насколько они важны, или, по крайней мере, или даже реально существуют, это такие как недоверие, например, или отсутствие доверия. То есть, когда мы говорим о разном степени доверия, ну, можно привести такую параллель в менеджменте. Фредерик Герцберг выделил гигиенические факторы повышения производительности труда, такую параллель себе позволю, и, соответственно, мотивирующие. Мотивирующее способствует тому, что человек был удовлетворен или отсутствовала удовлетворенность, да, соответственно, гигиенические, что он не удовлетворен, да, или неудовлетворенность отсутствует. Да. Соответственно, здесь возможно, говоря об исследовании и об изучении доверия, возможно тоже такой конструкт. Да, доверие, недоверие, ну или точнее доверие, отсутствие доверия, недоверие, отсутствие недоверия. Вот. В таком направлении, может быть, это понятие, это явление проблематизировано. Вот. Ну и, наконец, есть разные интересные вещи у психологов. В частности, вот Леонова выделяет разные формы доверия, такие как псевдодоверие, псевдонедоверие, номинальное, авансированное, безрассудочное доверие, а также еще и подлинное и неподлинное доверие. Вот. Соответственно, выяснить, что в сознании респондента скрывается за этой, может быть, эмоцией доверия, да, или психологическим состоянием доверия, какой вариант
тоже было бы интересно. Ну и, соответственно, вывод. Мы, проводя опросы общественного мнения, получаем некое представление о доверии, об уровне доверия, но, может быть, не всем хорошо понимаем, что за этим скрывается. Вот это все, что я хотел. Спасибо за внимание. Вопросы? Да. Да. Вот интересно стало, вот, положим, есть какая-то структура, у нее есть руководитель, ну, допустим, президент. И проводится опрос, и выясняется, что к президенту как к личности относится гораздо лучше, как к президенту как к должности. Может, тогда это недоверие к институциональной данной системе, она неправильно организована. И наоборот, если относятся к президенту как таковому с доверием, но к личности относятся хуже, это означает недоверие к данному конкретному человеку, занимающему определенное место. Нет ли здесь тогда дихотомии? Либо одно выбирают, а значит второму не доверяют. Ну вот как-то так. Я думаю, это может быть, но не обязательно. То есть, в принципе, действительно полезно было бы это разделить, ну, полезно разделять и смотреть уровни. Это просто трудно, наверное, отделить ситуации реального, ну, когда мы приходим к человеку, спрашиваем, да, вот конкретно, доверяешь, не доверяешь, поскольку все-таки институт президентства, например, да, или даже любого руководителя, он, ну, в значительной степени персонализирован. И, как бы сказать-то, нет никогда такой ситуации, когда бы место было пустое и управлялось как бы кем-то, да, чтобы место руководило, вот, так скажем. Это бывает легче сделать, наверное, если у нас почаще меняются руководители. Например, не раз в 20 чем-нибудь лет, да, вот. Это норма для нас. В этом смысле, да, вопросы интересные и, возможно, тоже как-то... А вот в социологических ведь исследованиях, когда, скажем, ну вот вы изучаете там доверие, там ведь есть такая штука, как операционализация понятия, да? То есть вы же должны для себя там как-то прояснить, что вы конкретно понимаете под доверием. Вот. Соответственно, наверное, все-таки у социологов, когда они изучают доверие, у них есть четкое представление о том, что они конкретно понимают под доверием и что они изучают. И, собственно, ну какие вот тут возникают проблемы, связанные именно с операционализацией этих понятий? У социологов, я имею в виду вот именно у эмпирических социологов, там не в теории, а вот как. Ну, одно дело операционализировать для себя, другое дело, чтобы это было отражено в инструментарии. То есть, когда мы выделяем какие-то эмпирические показатели, и мы их потом вносим, и потом спрашиваем человека, и выясняем, что вот именно такое у него отношение к этому аспекту, такое к этому. Да, то есть тут критический был момент именно к инструментарию, который используется, вот, а какую операционализацию, ну, соответственно, это остается за кадром. А то есть получается вот это как бы соответствие инструментария поставленным задачам или, ну то есть вот вы, скажем, операционализируете доверие, вы его изучаете, соответственно вы предлагаете определенный инструментарий для изучения этого доверия, получается соответствие этого инструментария, это то, что называют социологи валидностью, по-моему, да? Или я что-то путаю, просто я не вполне в теме как бы этой. Да, да. И тогда каким образом как бы, да, инструментарий вот... Какие бывают сложности, так скажем, именно практического характера в подгонке инструментария, собственно, вот, к операционализации понятия, например, доверия или какого-то еще? Ну, сложность, во-первых, заключается в постановке проблемы, то есть не всегда это может быть интересно и важно закопаться в то, какое доверие. Вот. А если говорить о практической сложности составления инструментария, то наверное, сложность заключается в том, что само отношение доверия не очень сильно фиксируется респондентом, и вытащить из него разные аспекты, ну, надо думать как, соответственно. То есть это непростая, наверное, задача. Да. У меня в качестве реплики по поводу именно самого, может быть, понятия доверия. Во-первых, нам нужна строгая дефиниция, что мы понимаем под словом доверие. И, опять же, мы доверяем этому человеку как кому? Как человеку, как другу, как партнеру или как профессионалу. Это могут быть разные слои доверия. И, допустим, когда мы общаемся в неформальной жизни, да, мы всегда четко это осознаем, ну, по крайней мере, стремимся четко осознавать, когда мы говорим, я этому человеку доверяю, и если мы дальше раскрутим человека, что он имеет в виду,
это чаще всего означает как человеку, но иногда, если речь идет о деловых отношениях, эти вещи могут не совпадать. То есть с кем-то мы работаем, и мы доверяем, что он все сделает, все хорошо, мы ему можем довериться, но при этом, скажем, какой-то, я не знаю, кому-то нельзя деньги доверять, да, кому-то там еще что-то. То есть вот это мы все, вот это надо различать, это раз. И второе, это, мне кажется, один из основных философских вопросов социологии, что мы вообще меряем. Потому что мы берем человека, грубо говоря, с улицы и говорим, ты доверяешь или нет? Мы не знаем, что у него в голове, когда он отвечает на этот вопрос. И я уверена, что весь массив, допустим, мы берем определенный массив, там, да, такой-то возраст, там, такой-то страту, ну, как бы, да, вот, ну, все знают, как примерно, да, проводится. И мы не знаем, что каждый из них думает. И наверняка у каждого свои индивидуальные там понятия, что такое. Мы же их не подготавливаем, мы же их не опрашиваем, что они имеют в виду. Просто вот кинули слово, да, это слово эмоционально заряженное. А оно вот для каждого что-то означает. Вот. Ну, это как слово «любовь», да, вот что это, да, у каждого свое. То есть вот эти все понятия, которые, собственно говоря, исследует этика, и психология, и, собственно говоря, психология морали, они настолько глубокие, настолько многогранные, что, если честно, я очень сильно сомневаюсь, что вообще социология в таких случаях делает. Потому что там такой критерий истинности получается очень сомнительный. Ну, вот, наверное, надо все-таки очень четко уточнять дефиниции, хотя бы, чтобы понимать, что мы измеряем, в каком контексте мы измеряем, и вот хотя бы вот эти вещи уточнять. Ну, еще и сам измерительный инструментарий тоже. Инструментарий, само собой. Насколько он способен, в общем-то, схватить? Ой, это само собой, да, да. да. Как мы проводим соцопросы, Да. а потом же еще вопрос, как мы их считаем, это вообще отдельная Это уже про политику, да. По-моему, в социологии там они нормально как бы считают, там ведь другая проблема, то, о чем писал Пьер Бурдье, да? Собственно, ну там и Патрик Шампань писали об этой проблеме инструментария социологического, что, как правило, социологи используют вот эти закрытые формы ответов, называется, да? Есть такое, да. И, кстати, вот когда мы составляем эти опросники, я просто когда изучала НЛП, нас учили, как это можно сделать на политику, когда вот в опросник можно заложить манипуляцию. Да, в том-то и И дело. отвечая на вопрос, мы уже меняем восприятие человека. Конечно. Он читает вопрос, потом в нем заложена какая-то часть Подсказка, ответа. как бы некая. Да, и он отвечает. Особенно вот эти полузакрытые вопросы, да, 6 вариантов. Откуда мы знаем, что эти 6 вариантов? Может, у него 8-й, а он должен выбрать один из этих 6 заданных. И тем самым мы получаем некую картинку. То есть это такая очень своеобразная наука, скажем так. Как раньше говорили, это партийная наука. Там еще был вопрос, да? Вопрос, реплика. Простите за занудство про персонализацию. Вот давайте смоделируем ситуацию, мысленный эксперимент. Вот есть муж и вот жена. И вот муж отвечает на поставленный вопрос насчет доверия. Я, говорит, ей как личности не доверяю, а как жене доверяю. Вот такое возможно? Возможно. Возможно. Я просто подумал, что это максимальная степень персонализации. То есть вот отношения такие межличностные в семье. Отец, ребенок. Ребенок, если говорит, что я отцу как институту доверяю, но вот этому конкретному отцу не доверяю, но это катастрофа, согласитесь, просто-напросто. Тут должно быть именно персонально. Но мне кажется, тогда на другом полюсе находится гигантская структура, на вершине которой находится человек, замещающий какую-то должность. И в таком случае, если говорят, доверяю личности, но не доверяю, вот как допустим, исполняющий обязанности президента или чего-то там, руководитель, то это получается недоверие к тому, как устроена вот вся эта система. То есть недоверие к институтам. И получается, мне кажется, различить можно. То есть тогда получается, когда вопросников задаются вопросом какой-то персоне высокопоставленной, и как там, кому больше доверять, то тут уже четко можно выявить ответ. Если доверяют личности, значит все не выстроено. Если доверяют институту, значит все нормально функционирует. Ну это так условно. Да, тоже редко, когда ситуация с изменением Конституции, собственно говоря, и как бы Путин ее меняет, под кого меняет, да, вот это интересный вариант. Собственно говоря, вопрос как бы это в институтах, Конституция все-таки прописывает некоторые правовые, политико-правовые институты получается, да, а вот как бы принять, не принять эти предложенные вещи пропускаются через личность какого-то отдельного персонажа, который, ну, понятно, такой полумифический, полулегендарный. А если на самом деле Путин, бог его знает.
Может, картинка в телевизоре, да? На вопрос он ведь там ответил, что клонов нету, и что он в интернете. Он сам. Да, он сам. А да. можем ли мы ему доверять, что когда он так отвечает? Вот тоже интересный вопрос, да. Леш, у нас 6 Да, часов, да, да, да. Так все, спасибо, тогда давайте поаплодируем Да, докладчику. давайте я вместо выступления, как бы, в общем-то, буквально постараюсь 10 реплик положиться. Потом Алексей Владимирович торжественно закроет сегодняшний день конференции. И торжественно будем закрывать мы на Бангине. Там торжественное закрытие. там думал неформально по А я просто предлагаю здесь как бы, ну, в краткой форме, вот там за оставшиеся 5 минут там быстренько поделиться своими впечатлениями Сейчас и я все. буквально, я вот как раз с этого момента и начинаю. Собственно говоря, на начале было заявлено, что, в общем-то, прозвучало там выражение «кризис рациональности», да, собственно говоря. Вот одно из значений слова «кризис» изначально это вынесение судебного решения с греческого языка, да? То есть буквально это некоторое получается суждение, то есть утверждение, которое как-то ценностно нагружено. Да? И вот обратите внимание, что мы практически, в общем-то, вот все постоянно, даже как говорили там про правовые моменты и так далее, говорили практически постоянно о ценностях. Собственно говоря, кризис рациональности оказывается, в общем-то, кризисом каким-то ценностным, по большому-то счету. И я в который раз сегодня слышал с разных, как бы, получается, в общем-то, позиций, примерно подтверждение той мысли, которая у меня давно закрадывается, о том, что вообще, по большому-то счету, видимо, идет формирование некоторой, так условно назовем, третьей среды. Вот мы говорим, первая среда там биологическая, да, вторая это социальная, а третья, вот, как бы она там, да, информационная, технологическая и так далее. И, собственно говоря, в этом отношении мы столкнулись с ситуацией со сменой типа рациональности. Вот этот тип рациональности, который нам более как бы привычный, который там, скажем так, идеал это научно, объективно, истинно достоверно, где, в общем-то, таким наибольшим, что ли, выражением является дедуктивный вывод, сменяется каким-то новым типом рациональности, который, в общем-то, в моем понимании можно назвать, наверное, технологической рациональностью. Но тут только Владимира правильно говорила, она, может быть, как-то не сакцентирована на внимание, там же, собственно говоря, появляется этот телеологизм. Там появляется как бы некоторая другая, в общем-то, причинно-следственная связь, и это означает, что мы тут, в принципе, попадаем, в общем-то, в несколько другую ситуацию. И в чем она, в общем-то, заключается? Дело в том, что вот если как бы научность в этом отношении опирается на некоторый вот дедуктивный вывод, силовой вывод, да, как некоторая, в общем-то, причинно-следственная связь, здесь-то у нас получается, что, в общем-то, причиной задается некоторой целью, а цель она всегда получается ценностно нагружена по большому-то счету. Да? То есть в этом отношении мы там всегда обнаруживаем как бы некоторого человека, который, в общем-то, собственно говоря, ну, что такое ценность? Это некоторое утверждение, вот, знаете, то, что значимо для меня. В предельном случае то, за что я могу убить, либо убиться, скажем. Да? Вот. В этом отношении получается он в будущее как бы перебрасывает, утверждает самого себя по большому-то счету. Но с другой стороны, если посмотреть этот процесс, то уже очень много говорили про технологии разного рода. В принципе, в общем-то, технологии это же, в принципе, некоторый алгоритм. Вот попробуйте, в общем-то, научить технологию на производстве, это называется браком, по большому-то счету. Да? Производство чего-то не годно. В этом отношении, собственно говоря, получается, что это вот, скажем так, телеологическая причинность, это, в принципе, некоторый алгоритм, нарушение которого, в принципе, чревато каким-то определенным сбоем. Тогда мы получаем что-то немножко вместо логики дедуктивно, получаем какую-то диантическую, будем говорить так, логику. Да? И, собственно говоря, вот здесь как раз и возникает определенный как-то, в общем-то, вот этот диссонанс, противоречие, которое, в общем-то, видимо, приходится решать, когда мы начинаем говорить о рациональности. С одной стороны, диантические какие-то вещи, да? А с другой стороны, ценностные, рациональные, ну, термин, если попробовать. То есть мы здесь натыкаемся на какое-то постоянное фундаментальное противоречие текущего буквально момента. Да, это был, если вы не поняли, доклад Алексея Михайловича. Нет, доклад у меня был совсем про другое. Скорее вот развивал бы то, что говорил Николай Александрович. Все. Да. Ну, вот видите, как получилось бы развитие, а вы не выступили. И директор психологии очень Ну что, коллеги, если у кого-то понедельник, что-то есть семинар. сказать в краткой форме, можно сказать, если нет, нечего сказать. благодарим. Огромная благодарность. Мы благодарим прежде всего, конечно, тех ученых, докладчиков, которые к нам приехали, на самом-то деле, потому что в современном мире это очень ценно. Да. Да, это И очень это, в ценно. общем-то, поясняется рационально. Да. Живьем, а не виртуально, да? Поэтому, когда к нам Ижевск, вроде такой провинциальный городишко, там из Института философии РАН из Москвы люди приезжают, из Омской академии, да, это, конечно, очень приятно.
на самом деле. Поэтому вам огромное спасибо и надеемся на дальнейшее сотрудничество и надеемся на то, что мы не в последний раз собираемся. Может быть здесь, может быть где-то в другом месте соберемся. Может быть в следующий раз в Омске. Завтра соберем. Мы ждем. Да, кстати, завтра, Если у вас да. там планы не изменились, мы даже с директором проговорили. Да, я сейчас хорошо, что напомнили. Завтра у нас, значит, предполагаю.